нужно знать, что Бог все контролирует. Вот чем больше ваша проблема, тем больше будет славы Иисусу. Что бы ни происходило в твоей жизни, знай, назначение твоей проблемы – это прославиться Иисусу и тебя продвинуть еще ближе к тому, чтобы ты стал свидетелем. 55 глава Исаия говорит: ищите Бога, когда можно найти Его. Ищите Его, когда Он близко. Вот знаете, всему свое время. И Соломон говорит, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Есть время войны, есть время мира. Боже мой. Есть время любить, есть время ненавидеть. Всему свое время под солнцем. Знаете, я задумываюсь над этим и думаю, он говорит, ищите, когда можно найти его. Оказывается, не всегда можно найти. Не всегда. Ищите его, когда он близко. Вот есть моменты в жизни, когда Бог близко. Он приближается к нам. И часто это бывает через каких-то людей. Я видел в жизни не раз, как будто Бог приближался ко мне через какого-то определенного человека. И Он приближался ко мне, и когда это происходило, я прямо переживал Бога после какого-то контакта с человеком. Я понимал, что Бог сейчас близко. И это оживляло какой-то голод во мне. Духовный голод, я искал его. Сегодня, когда мы говорим о Боге, о том, что нам нужно Его искать, нам нужно искать Его, когда Он близко, когда Его можно найти. И вот такое, знаете, размышление у меня. Вот знаете, часто мы думаем, и близко к нам Бог становится, когда мы в проблемах. Когда какая-то сложная ситуация. Но когда все хорошо, мы как будто бы и не чувствуем этой близости. Мы ее не ощущаем или даже не признаем. И так выходит, что вся наша жизнь и состоит с тех моментов, что в долине открываются источники. В кризисах мы обнаруживаем Бога. Мы как будто бы там только начинаем Его по-настоящему искать. Но вот размышляя о жизни, я стал понимать, что Бога нужно искать еще более сильно, когда у вас все хорошо. Возможно, в эти моменты Он так близок к вам, но из-за того, что все хорошо, наше сердце бывает не способно просто ощутить это, просто понять. И для того, чтобы мы не оказались в таких обстоятельствах, в таких ситуациях, каждому из нас нужно знать этот секрет, что я буду искать Бога, я буду с Ним, я буду рядом с Ним, когда Он рядом со мной, я буду с Ним. И тогда многие трудности, они нас минуют. Во многих трудностях тогда мы ощутим, что Бог, Он провел нас за руку, потому что когда было все хорошо, мы не теряли время. Мы просто служили Ему, любили Его. Горите для Бога, горите для Него, когда у вас все хорошо, горите для Него, когда у вас все прекрасно. Служите Ему, жертвуйте. Никогда не мотивируйтесь
горем, проблемой, нуждой. Мотивируйтесь всегда тем, что наоборот, все хорошо, поэтому я еще сильнее буду ему служить, я еще сильнее буду делать. Еще сильнее буду делать. И вы увидите, как Бог там, где была какая-то проблема, дьявол вас поджидал. Ну, вы пройдете, и Бог проведет вас за руку. И Он проведет вас так, что вы не коснетесь этой проблемы. Вы будете счастливы видеть, что Слово Божье сбывается, и вместо праведника нечестивый упадет в яму. Вы будете видеть, что Слово сбывается, и те, кто искали вашей погибели, и вырыли вам ямы, поставили вам сети, сами в них запутались, в своих же сетях. Вам нужно это знать. Служите Господу, служите Ему всегда, служите Ему. Дружите с Господом, дружите с Духом Святым. Пусть Бог поддержит вас и поможет вам. Ищите Господа, когда можно найти Его. Ищите Его, когда Он близко. Ищите Его, когда Он близко. Аминь. Через нас является Божья слава. Любая проблема в жизни твоей, ты должен знать, мой друг, она к славе Божьей. Чтобы на тебе явились дела Божьи. Я очень-очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.